ансамбля танца «Беляра» с танцем «Шыгырдан» «Мой край родной». Руководитель Татьяна Тарбовцева. Встречаем аплодисментами.
губерния, Кивлетле юстерне, Щержив ане. Вперед Россия Юрба, Турган шкуленчевренеген, Николай Сахаров аскает Кецейлер, он ваврле Турган шкуленчевренеген, Матур бегезембек ачызем. Слово предоставляется нашим почетным гостям, и мы приглашаем их на сцену под продолжительные аплодисменты. Руководителю Кокелевских международных культурных проектов, доктору культурологии, профессору, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Владимиру Александровичу Васильеву, советскому и российскому ученому-зоологу и биогеографу, профессору географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, ведущему телепередачи «В мире животных», путешественнику и популяризатору науки, члену Академии российского телевидения, общественному деятелю и пропагандисту охраны природы, заслуженному журналисту Российской Федерации, лауреату премии правительства Российской Федерации, члену экспертного совета национальной премии «Хрустальный
«Компас», доктору биологических наук, профессору Николаю Николаевичу Дроздову, председателю Совета ансамблей народов Чувашии, доктору экономических наук, профессору, академику Российской академии образования, почетному гражданину села Тарханы Льву Пантелеймоновичу Куракову. Я бы баян параллель загарымда шивраймас. Мәжін сеніз баян хамын әндерсін бетім мала, мен галамала, мен жинчен галамала. Бурды білейші Кокель ко мне, Алексей Афанасьевич Кокель ко мне. Все бы все ясно, что Алексей Афанасьевич Кокель является одним из выдающихся людей не только Чувашии. Мы благодарны за это первому президенту Чувашской республики Николаю Васильевичу Федорову за то, что он своим указом внес имя Алексея Афанасьевича Кокеля в список выдающихся людей Чувашской республики, и в котором должны были издать книги, написать фильмы. Но книгу зарубили, сказали, что он не выдающийся. Мы говорим основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства. Нам говорят нет. Но я думаю, те, кто так говорит, наверное, не все понимают по-русски или плохо их учили русскому языку в школе, и не все в порядке с логикой. Мне говорят, Владимир Александрович, он не основоположник, он первый чувашский профессиональный художник. Ну, если спросить, вот когда дом закладывают первый кирпич, это что, не фундамент? Это же первый человек из Чуваш, который получил официально звание профессионального художника. Это что, не основоположник? Украинцы говорят фундатор, а мы говорим первый чувашский художник, но стесняемся говорить, что он основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства. И профессиональное изобразительное искусство начинается не с 1920 года, а с 1910 года. Мы говорим выдающийся художник, нам говорят некоторые нет, он подзаборный художник. Ну, в лучшем случае средний. А как быть? Репин, сам Репин, выдающийся Репин сказал о нем такое, что нет такого художника. Значит, Репин не прав, он вообще в изобразительном искусстве не понимается, а наши больше знают. И когда мы говорим «выдающийся художник», мы все прекрасно знаем, что в 1963 году впервые в космос взмыл Андриан Григорьевич Николаев. Но я говорю, в 1913 году впервые, что есть Чувашия, что есть такой прекрасный чувашский мир, известил Алексей Афанасьевич Кокель на международной художественной выставке. Но мне говорят, он же не выдающийся. А как же попал невыдающийся художник на всемеждународную художественную выставку? Причем 1913 год. Это что такое 1913 год? Это год, когда Россия отмечала 300-летие дома Романовых. Я нашел документы, кто отбирал его картины на эту выставку международную. Там такие светила в изобразительном искусстве. Они отобрали, сказали, это лучшие работы, Россию представляют. А у нас сегодня говорят, нет, он подзаборный художник. Когда же мы начнем относиться к своим так мощно? Как подобает, как сказал сегодня
временно исполняющий обязанности главы республики. Мне бывает больно, когда в Чувашском государственном художественном музее говорит директор: вот Фешин. Да, Фешин великий художник, но Алексей Афанасьевич Кокель не странный художник, тоже великий художник, выдающийся художник. Да, вот Валентин Порфирьевич сегодня сказал, что мы привезли из Харькова 287 картин Алексея Афанасьевича Кокеля. Но я думаю, лучше бы их не привозили. Почему? Потому что привезли и их так запечатали в Чувашском государственном художественном музее, их даже специалист не может увидеть. А как можно говорить о поэте, писателе, если его книги отберут из всего киска и говорить, вот он художник? А как говорить о художнике, когда его картин там нет? Вы мне скажите. И поэтому я еще раз хочу сказать, сегодняшние торжества показали, что Алексей Афанасьевич Кокель — это, когда мы говорим Кокель, это мы видим Тарханы, Чувашию. Я приведу один только пример и завершаю. Я был, когда вот все, Саша Сымов, тут остальные помнят, Родионов, Руженов, все многие помнят, когда первый раз к нам приехали художники на пленер. Чередниченко Сашу хорошо помните. Вот когда он уехал, и в Чугуеву ему предоставили слово, он взял тост и говорит: а вы знаете, такой народ, чуваши, добрые, трудолюбивые, скромные. И потом он говорит: я утром иду, со мной все здороваются. Я говорю: Саша, подожди-ка, ты что, вчера ночью в магазин, что ли, ходил? Тебе что, кто-то видел, что ли? С тобой все здороваются. А тут, оказывается, у них было принято всеми говорить. Кокель – выдающийся художник, основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства, и еще можно говорить долго. Свидетельство тому и то, что сегодня нам прислали приветствие с Украины, Белоруссии, с Тихого океана, от Балтийского моря, и все они передают привет вам, большой-большой привет. Я сегодня только что разговаривал мы хотим здесь, вот у нас министр здесь присутствует, мы очень хотим, чтобы здесь появилась первая в мире, не только в России, сельская картинная галерея художников России, Белоруссии, Украины. Уважаемые земляки, я хочу вам сказать следующее. Кокелевский пленер – это не только картины, это не только танцы. Кокелевский пленер, вообще сам проект, международный гуманитарный проект Кокель – это очень многоплановое, многоширокое. Оно захватило даже образование. Одним из инициаторов проведения Кокельского пленера был академик Кураков Лев Пантелеймонович. Это мой учитель, мой товарищ. Вы посмотрите, что творилось, когда он в Батырском районе открыл филиал Чувашского государственного университета. Когда я сказал одному проректору, говорю: слушай, я говорю, не могу поверить, вот здесь в здании райкома партии, а вот, говорю, мне здесь принимали райком комсомола, здесь открыли филиал Чувашского госуниверситета. Мне он правильно сказал: поэтому ты и не ректор. Потому что я что хочу сказать. А сколько филиалов окончили? 1000. Вот Еремеев наш тоже окончил Батыровский филиал и многие-многие другие. А посмотрите, 60 выпускников Тарханской средней школы, Николай Николаевич, поступили, имели право поступить в Чувашский госуниверситет без экзаменов по выбору, какой они хотят выбрать. Хочет медиком? Пожалуйста. Я открою секрет. Мне некоторые сказали здесь, некоторые учителя сказали: давайте не будем двоечников, троечников не будем брать. Я говорю: Льву Пантелеймоновичу, может быть, действительно, Ельмес профессиональных вренигенцене.
Владимир Александрович, университетран вренмезен кларзаяма яланах пулать. А врензен пурде вренчер. И все ж, и они еще поступили. Они ведь даже, открою секрет, Николай Николаевич, что телевидения нету. Они родители, даже чебоксары, абитуриенты в Чебоксары в университет не ездили. Заявление даже не отвозили. И Лев Пантелеймонович сказал, давайте выбирайте, на какую специальность хотите. Поступило 60, окончило 60 человек. И где они сегодня? Они сегодня по всему миру. И я хочу сказать, земляки, давайте мы горячими аплодисментами скажем свое Тавдабуш Льву Пантелеймоновичу. В наше время, да, Эндерсен, земляки, скажите мне, пожалуйста, назовите, где в России или на земном шаре сегодня можно найти место, где присутствует легенда советского и российской науки Николай Николаевич Дроздов. Вы мне найдите место сегодня, где на нашем мероприятии присутствуют 5 академиков, 2 академика живописи. Где вы найдете место, чтобы в одно время собрались авторитетный председатель комитета Государственной Думы, глава республики, заместитель председателя правительства, министр культуры. Мы ее очень любим и уважаем. И я хочу сказать, помните, мы учили, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Кокель жил, Кокель жив, Кокель будет жить. Слово предоставляется, как уже сказал Владимир Александрович, легендарному ведущему, и не побоюсь этого слова, моему кумиру Николаю Николаевичу Дроздову. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Вот, глядя на вас, на всех, слушая, что здесь говорилось, видя эти лица новые, вот эти, совершенно понимая, что наша великая Россия стала по-настоящему вот, многонациональной, многокультурной, я не хочу говорить мультикультурной, как у нас там, многокультурной, многоконфессиональной даже. У нас разные верования, разные культуры, разные, так сказать, привычки. И все это соединяется в одну единственную, дружную вот такую народность. Вот народ такой, понимаете, российский народ, в котором можно вот слушать речь и чувашскую, и татарскую, и русскую с одной трибуны, понимаете. И мы все понимаем более-менее, конечно, я не сказать, что я понимаю татарский и чувашский язык, но, понимаете, я могу признаться, что у меня один из моих прадедов, мы все рязанские вообще, но север Рязани, между прочим, населен в основном татарами. Если вы помните, там Касимовский район, у меня один из моих прадедов как раз Касимовский. И у нас, так сказать, по-татарски, ну, мой отец вообще так был похож на татарина, хотелось показать его фотографии, с ним в Москве, просто когда вот он ходил, взрослый человек, с ним в Москве прям по-татарски начинают по-татарски разговаривать, он просто не понимал же, это, ну, так, второе уже поколение, третье, не владел. Я сейчас немножко уже, понимаю, там, я ваш Белерам, вот так могу что-то сказать, Тазурахман, если такое, понимаете, салам алейкум, конечно, прежде всего, это наш общий лозунг. Ну, конечно, надо чуть-чуть понимать, я с большим удовольствием слушал даже, там не очень разбираю, но вот когда вы говорили по-чувашски, по-татарски, так все это интересно. Это многоязыковая, конечно, многокультурная страна наша. Очень сильная держава нашей России,
И, конечно, вот этот художник, который сейчас вот так действительно почти исполнил забвение, вот эти выдающиеся люди, выдающиеся вот деятели культуры, выдающиеся деятели культуры, вот все стоят рядом со мной. Они, конечно, вот подняли его почти из небытия и опять вернули. И сейчас мы имеем музей его, будет галерея целая, вот с этой перспективы. Все ему удастся, между прочим, уверен. Это так приятно видеть, что такого вот уровня никогда вот в России еще не было. Ведь когда-то была православная Русь, потом она сейчас населена с такими разными народностями. У каждого свои обычаи, свои наряды, какие наши вот эти такие девушки среднего возраста вот сидят в первом ряду, правда? Девчонки! Ну что вы, я могу так с своего уровня возраста, девчонки наши, вот, прекрасно как выглядят, замечательно. И каждый отличается, чувашский от татарский, еще в каждом районе, в Читайском районе особые там наряды, вот, манисты, вот эти, потрясающе. Так это все интересно, так радостно и так дружелюбно, что хочется пожелать нашему вот российскому народу быть вот таким единым, сильным, великим народом нашей планеты Земля. Будем гордиться вами всеми. За нашу великую Россию. Аплодисменты. Спасибо вам. Спасибо огромное, Николай Николаевич. Приветственное слово продолжает Лев Пантелеймонович Кураков. Хакла зендерсем, хакла тусем, кундагиня хизепля жизем. Паян ларадым тасирме бралягунда саунадов, мухтанадов, мендери войла синземезер турганда бурдаганзем. Эзир сявдире Пуян Чунба, Эзер Пуян Спа, Эзир Пуян Камалба. Ирх Бардам Радархашан, Бенем Чундан Барда, Сире Сявжан, Пиди Бузак Тавгаламашкан. Дорогие друзья, дорогие гости, я вот сижу и с вами вместе слушаю выступления коллективов на этой сцене. Как они выступают лучше, чем профессионалы. Такие голоса, такие дети. Как говорил Николай Николаевич, независимо от национальности, они могут исполнять любую песню, любые танцы на любом языке. Единствие народов, а в Чувашской республике проживает 128 национальностей, является силой российского государства. Не только оружие укрепляет российское государство, а самое главное, укрепляющей силой российской государственности является понимание, уважение, любовь друг к другу, наше единство. А вы показываете это единство. Тайма Бустере, Тата Бустере Сямышки. Мой ученик, профессор, так хорошо выступает, а для любого учителя, когда ученик его происходит, это большое человеческое счастье. Какой он оратор, как он говорит, вдохновенно зажигает всех. Большое спасибо, что вы воспитали такого человека, ныне профессора Владимира Александровича. Хочу, с вашего разрешения, заметить. Поверьте, пожалуйста, Тарханы – это особое село. Здесь особые люди живут. Я помню свою работу в селе Тарханы.
финансовым инспектором, когда было мне всего 17 лет. Поверьте, пожалуйста, я здесь ночевал, я здесь жил, и здесь я влюблялся, любил людей, и у меня это сохранилось на всю оставшуюся жизнь навсегда. Я никогда не могу забыть ваши добрые улыбки, доброту каждого простого крестьянина, каждого простого человека. Они были и есть самыми гостеприимными в Батырском районе, а возможно и Чувашской республике. Сегодняшнее мероприятие, удивительное мероприятие, это вы организовали, а мы только присутствуем. Да, много сделано. Вы поверьте, пожалуйста, в одной семье два великих человека, Алексей Афанасьевич и Герман Кокель, стали самыми знаменитыми. К сожалению, Германа Кокеля расстреляли. Он был принят впервые в Чувашской республике к лике святых. В одной семье великий художник и святой человек. Они мучились, они страдали, плохо жили, но именно трудная жизнь воспитала их, и они стали великими при вашей помощи, вашего предыдущего поколения, нашего поколения, бабушек, дедушек и всех остальных вместе. И поэтому вы имеете право гордиться. Вы должны говорить всегда: вы откуда? Да, я из Тархана. Вы знаете Коколя, вы знаете Германа. Владимир Александрович, помните, наверное, были мы на выставке, организованной в Москве. Подскажите, пожалуйста. Выставка называлась «Выставка русского авангарда». И мы увидели картину нашего Алексея Афанасьевича, а рядом картины выдающегося художника Малевича, даже до Малевича впереди были картины Кокеля. Вот что это значит. Мы участвовали и видели, какие слова в адрес Алексея Афанасьевича говорили художники всего мира. Это было очень здорово. И поэтому сегодня должны довести это до вас. И, наконец, дорогие друзья, я хочу сказать, посмотрите, пожалуйста, на мои ноги. Они грязные. Я мог чистить эти ботинки. Но я поднялся специально для того, чтобы быть на этой сцене в грязных ботинках. На меня смотрят председатель сельского поселения, другие руководители. А когда мы приезжали сюда на первый пленер, невозможно было сюда проезжать. И я заставил министра финансов Смирнова, нашего земляка, чтобы он выделил денежные средства, хотя бы до школы дорогу заасфальтировал. Было это так? А сейчас я хотел бы, чтобы руководители попросили районное руководство, чтобы дорогу довели до музея, и не только до музея. Тарханы имеют право быть самым красивым селом нашей республики. Мне очень понравилось, дорогие друзья, когда выпускники Чувашского государственного университета занимают высокие должности. И действительно, как они выступают. Сегодня Аксаков, очень уважаемый человек, председатель комитета, как прекрасно выступил. Как выступил прекрасно Олег Алексеевич. Он тоже был председателем комитета по национальным вопросам. Это самая высокая должность. Его президент России ему доверил занять этот высокий пост.
Это очень здорово. Они приехали, они просто говорят, от души говорят, от всего сердца. И они любят рядовых людей, в этом сила руководителей. Любить надо вас, любить надо простых людей, любить надо женщин, которые здесь присутствуют на первом ряду, такими красивой одежде. Откровенно говоря, я посмотрел на вас, ваша одежда, вот это как называется, там монеты столетней давности. Здесь вы носите богатство, духовное богатство, которое стоит дороже любого золота, любого алмаза. Вы самый богатый человек. Вот эта женщина, все вы самая богатая, духовно богатая женщина здесь, в Чувашской республике. Каудавой Пурзарада, Чумдан Вардан Камалазаки Тимиргунда, Дюратса. Я хотел бы сегодня сказать, чтобы вы знали, Николай Николаевич, я хотел бы... Послушайте, пожалуйста, Владимир Владимирович, не отвлекайте его слишком. Мы провели большую конференцию вчера в Красноармейском районе, посвященную теме единства народов, патриотизм как основа укрепления нашего государства. Представили доклады из 50 вузов России, 200 докладов. Были представители разных субъектов Российской Федерации. Провели на самом высоком уровне. И вчера мы с участием Николая Николаевича Дроздова провели впервые изданную в нашей республике презентацию книги, называется «Экологическая энциклопедия». Мы издали впервые в Российской Федерации такую книгу. Чувашская республика должна быть всегда впереди и социально-экономическом, и духовно-культурном развитии. И мы показываем с вами пример, чтобы люди знали, Чувашия – сердце России, а Чувашии живут самые благородные, самые гостеприимные, самые богатые душой и внутренним миром люди. И поэтому всегда я говорю, я сын чувашского народа, и чуваш, чувашсине юрададов, чувашсем полножен, одним анакте, чуваш сюратножен, шавдирезене чундан тавлалым сире, Ирлов село, Пелери Гунджол. До новых встреч! Первую энциклопедию с разрешения Николая Николаевича, 100 экземпляров, дарим при присутствии министра культуры всей библиотеки Баттерского района. Это примерно 150 тысяч рублей. Примите, пожалуйста, в честь праздника. А министр культуры почему-то не хлопает. Улыбнитесь, пожалуйста, это очень важно. Одна фраза, дорогие друзья, я ее подумал еще сидя там, а потом как-то вышел сюда и отвлекся, но вот глядя на этот ансамбль районный, да, район, ансамбль, художественный ансамбль, какие голоса мощные, какие великолепные танцы, какие наряды удивительные. Конечно, включая наших вот девчонок, сидящих здесь. Это все просто настолько высокохудожественно, настолько высококультурно, что я понял, вот я ощущаю, что наступит скоро время, когда вот эти танцы, эти певцы выступят в Кремлевском дворце съездов, в Москве, в Кремле, вот так. И там место. Мы это с вами, Николай Николаевич, сделаем. Это обещать, я не могу отвечать. А делает, вы знаете, когда Кураков берется, он сделает. Договорились? Спасибо огромное нашим многоуважаемым гостям. Мы просим вас немного задержаться на данной сцене. Для церемонии награждения на сцену приглашаем начальника отдела социального развития, туризма по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Батревского района Алевтину Леонидовну Куданову.
Дорогие друзья, мне сегодня очень приятно присутствовать на этом празднике. 2020 год для Чувашской республики, для России, он богат на юбилейные даты. В этом году мы все с вами отмечаем столетие Чувашской автономии. 75-летие Великой Победы будем отмечать. И отрадно отметить, что сегодня мы вместе с вами отмечаем 140-летие со дня рождения нашего земляка, художника, который прославил не только Тарханскую землю, но и Батыревский край. Это Алексея Афанасьевича Кокеля. И разрешите мне от имени администрации Батыревского района, от имени главы администрации нашего района Рудольфа Васильевича Селиванова поблагодарить наших почетных гостей за то, что они удостоили нас такой чести. Это вы нас удостоили. Что приехали на такое мероприятие, поэтому примите самые теплые слова благодарности. И я хочу пожелать от себя лично и от всех жителей Батыревского района крепкого вам здоровья, чтобы вы и дальше продвигали любовь к родному краю, любовь к нашей великой России. А вам выступить в Кремле. Николай Николаевич, благодарность вручаем вам, советскому и российскому ученому зоологу, почему не читать, члену Академии российского телевидения, заслуженному журналисту Российской Федерации, лауреату премии правительства Российской Федерации, доктору биологических наук, профессору за выдающийся вклад в святое дело человечества по сохранению природы и всех живых существ на планете Земля, за огромную работу по сохранению экологического воспитания в людях духа защитников природы. Огромное вам благодарность. Спасибо, дорогие друзья. Единственное, одно здесь вот звание, которое здесь не написано, и самое главное, которым я дорожу, знаете, это ректор Московского университета Садовничий Виктор Антонович, он мне вручил недавно звание заслуженный профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот это мне очень приятно. Это моя главная стезя в Московском университете. Я поступил в 1953 году, не 1800, а 1953. Не подумайте, вот в 1953 поступил на первый курс, и вот никуда не уходя, у меня трудовой книжки, ничего кроме Московского университета нет. Московский спецучеба, аспирантура, кандидатская, докторская, доцент, профессор и вот заслуженный профессор. Все остальное, конечно, интересно, но самое главное основное для меня. Спасибо. Ну, конечно, слова благодарности мы выражаем и Льву Пантелеймоновичу Куракову, нашему земляку, за активное участие в подготовке и проведении 140-летия со дня рождения Алексея Афанасьевича Кокеля, основоположника чувашского профессионального изобразительного искусства, выдающегося художника, талантливого педагога, общественного деятеля Рудольф Васильевич Селиванов. Сельби чаваш ялинде, юрирынде восказа. Ежель буруху шинде, сапсара тиде гюзет, асла сельби ялинде, нарспи ятлы херюзет. Молодец. Клещи! Клещи! Şanrıksın boya güneşi.
Хирди зарадиге, ожобуш бакан бохме, умбе плае хитре хире, меллегатче юратме, ялай кинжи лабама, тухна шамраксем вая, тухна бирен нар спиде, херемерне озатма.
верещав, а чого піть буян. Хазяїн буян лахне була, барана ще чукщин ран. Алым келеш 70 дней. Мен дварға қалаға, мен реберін майды бас. Хебелянса, қаш бұлзан. Баян дуяладыш. Құжылғары бұянба. Мамын бұян ұшылашы. Бірден бірек бұжын бұр, вәрі жүнгі чәрем бұр. Віземженде қатларақ, жүнім зауны езі бұр. Сепне қалаға. Ұшта қаяс мен дұғас. Сана жүндан юратса, самса ебі бұрынды. Самға бірле болмазам, тада қамбама. Нарспи, қауын қамылы болсан, алаша жиналар ғаттан. Аяқ қалашақ ялдан, өшіттімде қай. Ей, тура жан! Үйлеші. Мен жынман чунбады. Мескен, шамырап чунума. Бір телей деп амарым. Вое жинни саланзан, пайдах візем галашреш, удалаза бір-бірне, төттін жердеш ухалдеш. Юратсасын бір-бірне, саланза удадик чун. Юратсасын бір-бірне, шиде юдан мінеш бұл. Манби яксен чилай турхана. Шабах тавзенчен зумлы, шук детбер икелеммелли. Профессор Кокелем болсана. Ол академии верне. Дипломла чайный райшпе, малыметле таланжебе, остазене деделенгерне. Профессор Кокелен шыржыве, қалай шағай тұрған жіндей. Ес өмір бұлын сывы, ес өмір халық азынде. Слово предоставляется главе Тарханского сельского поселения Александру Михайловичу Херемееву.